Здравствуйте, в эфире программа о лучшей футбольной команде на планете Земля. А лучше она, потому что наша. ФК Уфа, наша команда. Меня зовут Артем Кольшев, а мою соведущую Жанна Байраш. Здравствуйте, дорогие друзья! А сегодня у нас в студии присутствует защитник женской команды футбольного клуба Уфа Наталья Самигуллина и наш постоянный эксперт Денис Недопекин. Привет. Здравствуйте. Привет, Денис. Ну, сейчас наша команда находится на сборах в Турцию, поэтому я думаю, пока ребят здесь нет в Уфе, пока игры не проводятся, самое время подводить какие-то определенные итоги. И вот промежуточный итог сентября таков. Лучший игрок команды — это Давид Юрченко. Было голосование на сайте футбольного клуба Уфа, именно Давид победил. Вот у тебя есть свой кандидат, или ты полностью согласен с итогами голосования? Действительно, Давид — это номер один в сентябре. Не, ну это не только я согласен, и даже не только наши болельщики, да, проголосовали. Это как бы и, если взять, скажем, федеральные, центральные спортивные издания, да, то есть они как бы регулярно после каждого тура включали Давида Юрченко в свои символические сборные по разным версиям. И в «Спортэкспрессе», там и на чемпионате было, и, то есть в разных. То есть это абсолютно адекватный выбор. И то, что он победил с подавляющим преимуществом, так же как Марсиньо в августе, да, то есть более 50% набрал. То есть, да, как бы крупная победа, то есть это совершенно справедливо. Вот. Если говорить вообще о тройке, то есть призеров, второе место занял Марсиньо, который тоже, в общем-то, пропустил пару матчей из-за травмы, но в матче с Краснодаром его была решающая роль. А третье место занял Харис Ханжич, это тоже совершенно оправданно. В сентябре 2 забитых мяча в Кубке, 1 в чемпионате, результативная передача в том же матче с Краснодаром. То есть тройка справедливая, как бы, то есть, ну а Давид, да, на самом деле очень сильно выделялся. Все справедливо. Денис, объясните мне, а почему сейчас происходит 20-дневный перерыв, и ребята уехали в Турцию, когда на данный момент более-менее тепло, но зато потом им придется играть в декабре? Ну, вообще перерыв запланирован вообще в общеевропейском календаре, да, то есть потому что вот начинаются игры отборочные к чемпионату Европы 2016 года, то есть сборные будут играть, да, и нашей команде предстоят 2 матча. Вот, но единственное, да, то есть по просьбе, я так понимаю, нашего главного тренера Фабио Капелло, то есть был отменен этот тур, то есть в эти выходные, вот прошедшие, вся Европа играла. То есть у всех были календарные матчи, и после этого все футболисты разъехали в сборные. Вот у нас, в частности, Черышев, да, то есть не сразу приехал, потому что в чемпионате Испании единственный наш легионер, который за рубежом играет, он позже приехал. Ну вот, по-видимому, Капелло, как бы важные матчи предстоят, то есть надо брать там 6 очков обязательно, и самый главный матч со Швецией, вот этот центральный наш основной соперник. То есть, по-видимому, решил... попросил, так скажем, больше времени на подготовку. Ну, надеюсь, это поможет. Хотя, на самом деле, конечно, ситуация не совсем нормальная. То есть, когда более-менее приличная погода пока стоит на дворе, да, во всей России. То есть, надо было бы как минимум 1 тур сыграть, нежели, допустим, декабрьские проводить игры, когда уже там будет очень холодно, мороз, снег. Ну, что поделать, вот так решили. Ну, смотри, мы не играли весь июль, да, после чемпионата мира. Мы начали только 3 августа. Вот целый месяц вылетел. Потом была еще одна пауза на сборной в начале сентября. Сейчас еще одна. Ну, просто вот в наших условиях климатических играть некогда. Приходится играть зимой. Просто, на мой взгляд, такая ситуация происходит почему? Потому что расписание большей части, мы, наверное, зависим как-то от Европы. У них-то климатические пояса совершенно другие. Ну, даже в такой ситуации можно было как-то все сделать больше по уму. Давайте обратим внимание на Наталью. Наталья, женская команда, давненько мы о ней не говорили. А между тем, наши девушки вышли в финальную стадию нашей первой лиги, уже обеспечили себе 2-е место, которое дает эту путевку. Расскажи, Наташа, насколько вообще в этом году вот этот выход уже традиционно приятно для нас, насколько тяжелым он в этом году получился? Ну, в этом году намного тяжелее было играть, потому что у нас практически поменялся состав, да и в других командах тоже. Взять ту же Тюмень, в том году мы их с большим счетом обыграли, а в этом году мы с ними боролись. Ну, а то, что в финал вышли, я думаю, мы достойны этого. У нас еще осталась 1 игра, 2 игры с Екатеринбургом. Вот мы в субботу-воскресенье уезжаем на выезд. Ну, думаю, все в наших руках, все в наших силах. Мы выиграем. Наталья, а женский футбол в Уфе – это вообще развитый вид спорта? В данный момент развит, очень. А каким образом вот вы сейчас делаете такие выводы? Ну, потому что мы сами играем в 1-й лиге. Также это видят все дети. Дети уже 6-7 лет тоже хотят заниматься футболом. Мы также тренируем девочек. Ну, все горят желанием играть в футбол. А какие задачи, Наталья, в этом году стоят перед командой? То есть это традиционно достойно выступить в финале? Да.
Да, конечно, это хорошо выступить, ну и, думаю, задержаться в тройке. Задержаться в тройке. А всего команд сколько можно? На финале? Ну, да. На финале всего 12 команд всегда. С каждой зоны выходит по 2 команды. Да, вот в нашей зоне всего 3 команды. Почему так мало? В прошлом году было 4, в этом году 3. Ну, потому что у других команд нет финансирования. Они отказываются играть. То есть это тоже определенная проблема в женском футболе с финансированием. Угу. Может быть, кризис экономический охватил вот и такие слои, в том числе и женский футбол? Но на самом деле я думаю, что это первостепенное будет, потому что деньги тратятся, а если в городе какая-то беда, то, безусловно... В городе нет беды, это что? Не в нашем, я говорю, у тех, у кого закрыли футбол, у них же какая-то беда. Возможно, Денис, а вам нравится женский футбол? Очень. Да, что вас привлекает? Ну, во-первых, привлекают, значит, спортивные, симпатичные, красивые девушки. Это да? понятно. То есть это в любом случае это приятно смотреть. Но судя по Наталье, на самом деле, это очень мы с Натальей давно знакомы, красивая то есть как бы это яркий пример, да, рядом со мной сидит. Вот. А что касается самого вида спорта, то есть, ну, там совершенно другие эмоции, я бы даже сказал, то есть не как в мужском футболе. В мужском футболе все достаточно, все-таки больше, ну, во-первых, он более коммерциализован, так скажем, да, то есть там совершенно другие деньги крутятся, совершенно другой подход. И здесь как-то более все, как сказать, открыто, более как бы все естественно. То есть девчонки борются, то есть не за какие-то там гигантские гонорары, не секрет, да, что гонорары в женском футболе намного отличаются от мужских. Вот, то есть я думаю, что то есть это просто футбол от души, так скажем. Это очень интересно смотреть, это совершенно другие эмоции. То есть это, я всем рекомендую обязательно посещать матчи нашей женской команды. Это на самом деле интересно. Денис, возвращаясь к нашей основной команде, зачем нам нужен этот турецкий сбор? Ну, прежде для того, чтобы поддержать форму. То есть сейчас, к сожалению, погодные условия в Уфе не позволяют полноценно, да, то есть все равно уже температуры невысокие, так скажем, да, то есть это другие условия совсем. Там в Турции, понятное дело, сейчас отлично все, хорошо, тепло. Вот это в любом случае, и там, наверное, может быть, я не знаю, не специалист, то есть и физические нагрузки легче переносятся, и какой-то там вклад закладывается на оставшийся вот этот отрезок до зимы, то есть Игорь Владимирович закладывает там базу, опять же, физическую. Вот. Ну и плюс там будут проведены, опять же, спарринги, то есть это проще проводить матчи на естественных теплых полях, да, чем вот здесь на искусственном газоне там, и в холодное время. То есть это, ну, прежде всего для поддержания формы, то есть, да, какая-то уже часть, уже почти треть чемпионата позади, то есть надо сделать задел на оставшиеся до зимы, до зимней паузы, перерыв. Вот для этого это проводится. То есть держать команду в тонусе. А благодаря порталу футбольного клуба Уфа на сайте YouTube, ну, болельщики очень пристально могут следить за тем, что происходит с командой на этих сборах. Мы, естественно, не успеем обо всем рассказать, но самое интересное, что творится в Турции, мы собрали в один сюжет, и я сейчас предлагаю его посмотреть. В Турции тренерский штаб Игоря Колыванова предложил двухразовый режим тренировок, но в нелегком графике команда находит время, чтобы повеселиться. Собственно, с курьеза сбор и начался. Пресс-атташе клуба Сергей Тыртышный и японец Такафуми Акахуши попали в небольшое ДТП. Никто не пострадал. Веселенький денек, да? Да. Да, в нас врезалась другая машина, и вот сидим, ждем. На второй день сборов видеокамера запечатлела грандиозную серию ударов по воротам Давида Юрченко. Далеко не всегда одному из открытий премьер-лиги удавалось справляться с выстрелами партнеров по команде. Но на этом состязания уфимцев не закончились. Команда устроила гонку на машинках от тренировочного поля до отеля. Давай, 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 давай! Жми, брат, жми! Давай, Соревноваться футболисты любят не только на поле. Диего и Фримпонг устроили битву в компьютерную игру FIFA 15. Да не просто так, а на весьма солидную сумму. Фримпонг играл за ПСЖ, а Диего за мадридский Реал. Выяснилось, что с джойстиком в руках ганец даже более эмоционален, чем на поле. Zlatan Ibrahimovic!
В итоге Фримпонг одержал уверенную победу, позволив сопернику отличиться лишь раз. Больше никто из легионеров Уфы не решился бросить вызов Эммануэлю. Зарплата дороже. А вот другого иностранца Хариса Ханжича партнеры решили закопать, причем в прямом смысле этого слова. Так уфимцы развлекаются на пляже. А водные процедуры едва ли не обязательный пункт программы турецкого сбора. Денис, очень весело на сборах Уфы. Кто вообще в команде создает такую атмосферу? Это сами футболисты или Сергей Николаевич Тыртышный, который ходит с камерой и всех забавляет? Нет, ну я думаю, что у нас просто команда очень хорошая в психологическом плане. То есть ребята абсолютно раскрепощены, их ничто не стесняет. То есть все делают одно дело, то есть здесь нельзя кого-то отдельно выделить, кто там главный заводила. Ну вот если, говорю, видео посмотрите, там в каждом, как говорится, ролике кто-то новый выстреливает, да, то есть обращает на себя внимание. Просто отличные ребята, то есть компанейские, то есть с ними всегда можно поговорить, пообщаться, пошутить. Вот. Ну и Сергей Николаевич, конечно, тоже немалую лепту в это вносит, то есть своим вот этим профессиональным подходом, оригинальным, я бы сказал, подходом, в отличие, допустим, от других пресс-атташе других клубов. То есть в этом плане наш клуб выделяется, и мне лично это очень нравится. Креативный подход, да, совершенно верно, работников нашего клуба. Наталья, подскажите, пожалуйста, а вот в вашей женской команде тоже всегда смех и радость, или все-таки бывает конфликты? Какая атмосфера у вас царит? Ну, у нас атмосфера хорошая, мы очень дружные, несмотря на то, что у нас постоянно приходят девочки из других команд также за нас участвовать. Но мы всегда позитивные. На сборах у нас очень веселая атмосфера. У нас даже тренера придумывают какие-нибудь задания во время тренировочного процесса. Мы всегда смеемся, жизнерадостные. Мне просто интересно, вот вы девочки, ну как ни крути, хоть вы и спортивные футболистки, тем не менее вы же девочки. Конечно. Вот у вас есть такое общее какое-то там накрасить ногти вместе, не знаю, прическу какую-то сделать новую, ну, перед выходом на поле, не знаю, ну что-то такое девчачье? Ну это-то, конечно, есть. Кто еще не привык там делать хвосты, там, мы просим друг друга, чтобы помогли там косу заплести. Это, конечно, присутствует. Макияж красите? Макияж мы стараемся не красить, потому что падение, упали, слезы, это все у нас бывает, и, как сами знаете, тушь потечет. Мне кажется, это было бы очень интересно, если, знаешь, значит, выходит наша команда уфимская, девчонки накрашены, потому что они реально очень многие симпатичные, очень красивые девчонки, ярко накрашены, такой бойцовской раскраски, можно еще такие 2 полоски, да, сделать. И девчонки на противоположной команде однозначно очень удивятся, может быть, даже испугаются. Мне кажется, необычно будет. Да, это просто эффект неожиданности называется. Если какая-то будет игра такая очень важная, то, пожалуй, нет, мне кажется, интересно. Нужно применить. Психологический ход можно использовать, да. Денис, вы записываете? У вас это хорошо получается? Денис, вот поступают новости из Турции о том, что на просмотре находится болгарский защитник Радослав Димитров, фамилию которого никто не называет, но никто ее не знает. Уже все ее знают давно. И плюс какой-то загадочный бразилец появился, про которого действительно пока ничего не известно. Зачем вообще вот на этом этапе сейчас Уфы новички, по твоему мнению? Вроде бы состав сформировался перед началом сезона, вроде бы более-менее все неплохо складывается. Какие-то позиции проблемные, что ли, есть у нас, получается? Не, ну, как говорится, нет предела совершенству в любом случае, да, то есть если человек, то есть, ну, имеет опыт выступления в сборной Болгарии, которая не самая последняя в Европе, да, команда, вот, то есть, и если он сможет усилить, то сейчас его плюс в том, то есть, как бы, трансферные окна закрыты, да, официально, да, то есть, но есть такое правило, что человек без контракта, да, то есть, так называемый свободный агент, его можно дозаявлять, там определенная есть, скажем, схема, то есть, это как бы официальная. Вот, если человек понравится, то есть, как бы, почему нет, то есть, тем более, что вот даже по заявлениям того же нашего старшего тренера Виктора Васильевича Лосева, то есть, на данный момент он очень устраивает, то есть, очень неплохо себя проявляет. Ну, как бы, я говорю, то есть, нет предела совершенству, то есть, и, опять же, здоровая конкуренция никому не мешает, то есть, никогда, даже обычно она в плюс идет всегда, то есть, если он подойдет, то его возьмут. А не пугает, что так много легионеров такими темпами, мы рекордсменами среди клубов премьер-лиги? По-моему, это уже 13-й будет легионер, да, если останется, да, Димитров. Ну, я думаю, нет, как бы у нас пока лимит легионеров не давит, то есть у нас регулярно в основном составе выходит 5-6 россиян, хотя минимум там у нас 4 человека, да, то есть у нас пока в этом проблем нет, то есть тем более вратарская позиция у нас сейчас на данный момент тоже закрыта российским игроком. Вот. Ну, я думаю, пока проблем нет. Есть другие клубы премьер-лиги, у которых гораздо серьезнее эта проблема стоит, то есть которые буквально по пальцам считают всех россиян.
То есть я думаю, что на данный момент она нам не грозит. Наташа, а вот в этом году ты сказал, что состав изменился. А можно сказать, что он стал слабее, сильнее или остался на прежнем уровне? Ушли лидеры все-таки. Екатерина Суслова, да, капитан команды. Ирина Чунарева привлекала сборную. Анна Калачева по своей травме ушла. Ну, могу сказать, что чуть-чуть слабее мы стали, конечно, но все в наших силах. Я думаю, мы покажем себя. Девчонки, воспитанницы 98-й год, 97-й, они вливаются в коллектив и есть перспективные? Конечно, очень есть. Вот у нас Алина Зайнудинова, 97-го года рождения. Очень перспективная девочка, но вот после травмы она вот сейчас восстанавливается, но к финалу она будет готова. Я просто стою в шоке, если честно. Мне так интересно слушать, о чем говорит Наталья. Наташ, я просто скажу свое мнение, потому что для меня женщина и футбол, играющая в футбол... Две разные вещи. Да, это две разные вещи. Все-таки женщина, она должна быть женственной, какой-то мягкой, а не пинать мяч. Жанна, ты не хотела сама попробовать? Ну, сейчас вот я о чем и говорю, у меня сейчас, да, в голове у меня сейчас такая очень двоякая история, потому что я вроде... Мы же тоже такие же женственные, такие же... Да, вот я о чем и говорю. Я смотрю на Наталью, она вот по ней не скажет, что она профессиональный футболист, потому что она очень женственно выглядит, она симпатична, она красиво накрашена, она хорошо разговаривает. И для меня удивительно, и она с такой любовью говорит об этом. Жанна, а как в твоем понимании, вот до того, как ты увидел Наталью, кажется... Это брутальные девочки, мужеподобные фигуры. С короткими реально, прическами да. такими. Ну, чаще, да, наверное. Ну, не... Жан, на самом деле такие есть. Не все такие прекрасные, как Наталья. Ну вот просто Наталья с такой любовью рассказывает о своем вот этом, о своей профессии, о хобби. Потому что я реально хочу попробовать. Все, Жанна... Приходи в нашу команду. Ну все, давайте договорились. Жанна обязательно придет на тренировку, и мы покажем это в одной из следующих программ. Я очень давно хочу приобрести футболку ФК Уфа игровую. Каким образом это можно сделать? Вообще, в идеале, если возможно будет написать нужную фамилию и циферку, какая мне интересна, было бы великолепно. Просто я у Артема видела такую футболку. Ну, у тебя сейчас, Жанна, есть великолепная возможность, не только у тебя, а у всех наших телезрителей, те, кто нас сейчас смотрит. То есть буквально на днях, то есть вот, да, что я говорю, ровно неделю назад, да, то есть открылся фирменный экипировочный центр футбольного клуба Уфа, то есть в городе Уфе, то есть на улице 50 лет октября. Я видела, когда приезжаешь. Там продается, то есть фирменные футболки, то есть, ну, так скажем, в те футболки, в которых наши футболисты в том числе выходят на поле в матчах премьер-лиги. Вот, и, соответственно, там тоже есть уникальная возможность, то есть любую абсолютно фамилию, имя, можно реального действующего игрока, можно свою фамилию, можно какой-то свой псевдоним нанести, то есть буквально за 20 минут делается. Серьезно? Любой номер. Мы вышли на уровень, вот мировой уровень футбола, конечно, где во всех таких вот мы уже давно вышли на мировой уровень. Еще где-то. Топ-15 не забывай. А сейчас, Жанна, ты узнаешь, откуда у меня футболка со собственной фамилией и номером. А если говорить точнее, я побывал в том центре, о котором говорит Денис, и сюжет об этом вы сейчас увидите. Экипировочный центр ФК Уфа распахнул свои двери. Наконец, экипировку и сувенирную продукцию можно будет приобрести в одном месте. Основная форма текущего и прошлогоднего образца, тренировочные комплекты, вратарские свитера и многое-многое другое. Ассортимент магазина только будет расширяться. Режим работы в будние дни с 10 часов до 20:00, до 8 вечера. В выходные дни с 10 до 18:00, до 6 вечера. И без выходных, без перерыв. По ассортименту здесь широкий ассортимент в компании Джума. Он будет постоянно пополняться. Это и текстиль, это обувь, и также и наша клубная атрибутика, она здесь будет постоянно, то есть в которой играет команда мастеров. Одним из первых магазин посетили игроки Уфы Николай Сафрониди и Вильям. Бразилец сразу присмотрел массу сувениров для друзей и родственников в Бразилии. А вот Николай уже готовится к суровой башкирской зиме. Шарфы, шапки, все надо покупать, да. Думаю, тут и пуховики можно будет купить, потому что теплые вещи. Поэтому всем советую, приходите, покупайте. В них поддерживайте. В экипировке Джома приходите на стадион, поддерживайте нас. Будет теплее вам и нам с вами. Ну, здесь много шорт, знаешь, пуховик там хороший. Я думаю, что любого, не только это любимый от футбола, но просто люди можно здесь ходить, покупать свои
вещи. Здесь много красивая футболка, костюм, поэтому я думаю, что у любого может здесь ходить покупать. Ну а главным сюрпризом для болельщиков станет специальная аппаратура, позволяющая наносить на футболку любую надпись по вашему желанию. Времени это занимает совсем немного. А в новом фирменном магазине футбольного клуба Уфа можно не только приобрести игровую футболку нашей команды, но и нанести на нее собственную фамилию, что, собственно говоря, я сейчас и намереваюсь сделать. Всего несколько минут, и ваша фамилия и номер на игровой футболке ФК Уфа. Можно почувствовать себя частью команды. Вот так вот и получаются футболки с фамилией на спине, о которых мечтают, наверное, все мальчишки в стране. Ну, давайте спросим Наталью, вы были уже в этом магазине? Какие впечатления? Была в этом магазине, впечатления только хорошие. Как зашла в магазин, увидела свой большой плакат с девочками. Кстати говоря, да. Да. Вообще, я хочу сказать, что Наталья стала знаменита благодаря презентации формы Уфы. Именно Наталья и еще две девчонки из нашей команды. Две Алии. Да, две Алии. И вы теперь звезды. Вас знают в Москве и по всей стране. Нет, надо спросить по-другому. Ты чувствуешь звездность свою? Тебе пишут ли люди, больше людей, на улице обращаются, просят автограф? Ну, возможно, есть такое. Как бы стараюсь не обращать на это внимание. Не знаю, смущает меня, нет. Да, так и есть. Денис, а сами футболисты будут посещать этот центр? Мы видели, что на открытии уже Сафрониди и Вильям побывали. Меня интересует в первую очередь Фримпонг. Он ведь не очень хорошо отзывался об уфимских спортивных магазинах. Он-то зайдет? Да, я думаю, зайдет. И вот, как говорится, ему карты в руки, пожалуйста, это наш магазин, да, нашего клуба. То есть вот пусть он, как говорится, посоветует, порекомендует. У него же есть определенный опыт в этом бизнесе, так скажем, в этой отрасли. То есть, совместными усилиями, я думаю, поднимем, так скажем, экипировочный уровень в нашем городе на должную высоту. Вот. Ну и вообще, да, то есть, и вот Вильям говорил, то есть, что вот он, например, зашел в магазин купить футболки в качестве сувениров к себе на родину, там, для родственников, для друзей, то есть, нашего клуба. То есть, я думаю, что там широкий ассортимент именно сувенирной продукции, причем она только, скажем, будет только пока в начальной стадии, она, естественно, будет расширяться, эта линейка. То есть, сувениры нужны всем, в том числе и футболистам, то есть, которые из других городов к нам приехали. Вот. Кроме того, там и вся литература наша будет, и программки продаются, то есть, опять же, для коллекционеров. Так что футболисты, я думаю, там будут одни из завсегдатаев. Денис, насущий вопрос для всех болельщиков, в том числе и для меня. А есть ли шанс на то, что домашние игры у нас будут проводиться в Уфе? Ну, не шанс, наверное, даже, а вот есть твердая уверенность, что вне зависимости от каких-то капризов природы, все-таки сыграем. Вы имеете в виду этого года, да, календарного? Да, вот ближайшие игры нас волнуют с «Торпедо» и с «Локомотивом» в Кубке. Да. Ну, с «Локомотивом», можно сказать, с огромной долей уверенности, что матч пройдет. Матч состоится в любую погоду. Да, потому что это другой турнир, это не российская футбольная премьер-лига, это Кубок России, его проводит другая организация, Российский футбольный союз. И, соответственно, если вы смотрите, да, то есть на каких полях играются матчи той же предыдущей стадии в 1/16 финала, допустим, как «Спартак» играл в Комсомольске на Амуре, да, на каком поле, ну и другие команды тоже с этим сталкивались. То есть там нет такого жесткого требования к стадионам, к полям, соответственно, поэтому, тем более наш стадион сертифицирован и Российской футбольной премьер-лиги, то есть в любом случае матч с «Локомотивом» состоится у нас. Я думаю, что в этом не должно быть сомнений. И то же самое, я думаю, должен сказать про «Торпедо», то есть все-таки прогнозы оптимистичные, то есть плюсовая температура будет нас еще радовать в октябре, во второй половине октября. То есть матч с «Торпедо», я думаю, тоже проведем дома. Я думаю, что стоит уже сейчас приглашать болельщиков готовиться к этому матчу. На этой хорошей ноте, я думаю, что имеет смысл завершить нашу программу. Подняли, Денис, настроение болельщикам, потому что меня очень часто спрашивают, где же мы будем играть в следующую игру. Ну, будем надеяться... Будем играть в Уфе. Будем играть в Уфе и дальше. Спасибо большое, Денис, спасибо большое, Наталья. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся ровно неделю. До свидания. Пока-пока.